Музыка – это универсальный язык человечества, а песни на родном языке заставляют задуматься об истории, культуре, традициях и быте своего народа. Сохранение родного языка через любовь к музыкальному искусству – одна из главных тем, состоявшейся в медиа-агентстве «Спутник» пресс-конференции, так как эта проблема в нашей стране довольно актуальна. Музыковеды, композиторы и преподаватели музыки пытались ответить на вопрос, может ли песня повлиять на сохранение родного языка. В сегодняшнее время глобализации, стирания границ, установления более широких международных связей, тотального интернета, конечно же, вопрос сохранения языка, он становится очень актуальным. И для Абхазии это тоже одна из самых острых проблем. И вот то, что сегодняшняя пресс-конференция как раз поставила основной темой, да, я так понимаю, именно вопрос, может ли песня сохранить или помочь сохранить, во всяком случае, родной язык. На мой взгляд, однозначно да. И попытаюсь объяснить, почему. Ну, во-первых, речь идет о том, что песня – это один из самых древнейших и вместе с тем самых простейших музыкальных форм. То есть она сама по себе достаточно простая, небольшая по объему, с не с очень большим, так скажем, исполнительским ресурсом, то есть она достаточно демократична и доступна, в общем-то, широкой публике. Как отмечалось на пресс-конференции, сегодня в музыке изменились тенденции, и неудивительно, что молодежь больше тянется к исполнению иностранных песен, которые звучат везде. Однако в последнее время многие представители молодого поколения музыкантов не только исполняют песни на родном языке, но и пишут их. В работе я сталкиваюсь с такими моментами, когда приходят молодые, даже школьники, то есть ребята, они говорят о том, что они бы хотели переделать нашу старую какую-нибудь известную абхазскую песню именно под современное звучание. То есть к этим песням все-таки есть интерес, и это можно делать. Ну, не знаю, конечно, есть проблемы с тем, что у нас мало студий, там какие-то технические моменты, и из-за этого такой продукт, он мало появляется. Но мы пытаемся, мы делали, и сейчас у нас в разработке проекты, где мы хотим именно сделать вот такой подход, где мы возьмем старые абхазские песни, и они будут звучать, пусть там попсово или как можно назвать, но с современным звучанием и в исполнении именно молодежи. То есть это актуально, опять же, и для языка, и для сохранения наших песен. Саида Габния всю свою жизнь посвятила музыке, а песни на родном абхазском языке поет с 6 лет. Она также отметила важность привития любви к родному языку через музыку и искусство. На пресс-конференции шла речь и о предстоящем первом сольном концерте певицы, который пройдет 14 июня в Русском театре драмы с участием эстрадных артистов и музыкантов. Я считаю, что каждый любой вот на своем месте, он как бы должен стараться способствовать тому, чтобы наш родной язык, он развивался. В свою очередь, я пишу песни на родном абхазском языке, и я очень рада, честно, если я могу вот сделать свой маленький вклад в развитие нашего языка, потому что мне кажется, это важно развивать родной язык, и я вот в большей степени, в большей части вот на сцене, на нашей сцене исполняю абхазские песни. Билеты на концерт Саиды Габния продаются в кассах Русдрама, а 3 из них певица подарила подопечным фонда «Киарас». ورزقنا بينو أجار خدخت ومحا حبسنا وابخا بزيرا وزبشز. Гугуца Вардани, Ильдар Дамиров, Абхазское телевидение.